Добрый вечер. Прямой эфир телеканала АТР продолжается. 21 час, время прайма. Сегодня веду его я, Юрий Мацарский. И мой гость нашей студии сегодня Илья Пономарев, российский политический деятель, депутат Государственной Думы с 2005 по 2016 год. Все правильно? С 7-го, ну практически 2007 по 2016. В общем, срок, большой срок получается. Мы об этом еще поговорим. А прежде чем перейти собственно, к тем вещам, о которых я хотел сегодня поговорить, Илья, напомню, что у нас работает телефон прямого эфира. Вы можете позвонить и тоже задать свои вопросы. А сейчас я задам вопросы. Я знаю, что вы были сейчас в Давосе, на вот этом вот международном экономическом форуме. Да, там шабаши глобалистов. Вот он проходит каждый год, туда приезжают всякие разные толстосумы, к этим толстосумам приезжают президенты. Часто это одно и то же. Приезжают большие шишки из Международного валютного фонда и других финансовых структур. И есть такое ощущение, что все приезжают похвастаться какими-то своими достижениями. Потому что каких-то таких глобальных выводов, каких-то глобальных прорывов после каждого из Давосов не видно. Что на самом деле там происходит? Для чего все эти люди собираются в швейцарской деревушке? Что они там решают? Там действительно судьбы мира решаются? Ну, в общем, можно так сказать. Во всяком случае, судьбы отдельных стран так точно. Ну, я могу, например, сказать, что решение о поддержке Бориса Ельцина в 1996 году, когда он шел там на выборы против Зюганова, было принято российскими олигархами именно на Давосе. Судьбу реформ во очень многих стран решают на Давосе. Вообще, Давос – это главная площадка вот неолиберальных глобалистских элит, на которой они согласовывают свои интересы. И действительно, там приезжают и лидеры стран, приезжают лидеры бизнеса, они все считают правильным там появиться именно для того, чтобы вот эту свою там позицию на следующий год каким-то образом согласовать. Я не хочу употреблять там слова «мировое правительство» и так далее, но в некотором смысле это напоминает. А есть страны, которые приезжают для того, чтобы им представить свои достижения и пригласить там инвесторов там приходить там и что-то, соответственно, показывать. И вот, например, та же самая Россия в разное время, она там в какой-то момент времени она добивалась политической поддержки, решала вопрос, например, о вхождении в большую семерку вот через эти давосские посиделки. Разные наши люди там вот свое влияние, а потом начала показывать о том, как можно в Россию вкладываться, и это было очень успешно. Украина сейчас повторяет примерно тот же самый путь. Вот на этом Давосе, он 48-й был по счету, впервые был сделан так называемый украинский дом, без копейки государственных денег. Государство на этом только пропиарилось, но никак не помогло. А деньги чьи были? Деньги были, насколько я понимаю, российских олигархов, Альфа-банк? Нет, я имею в виду украинский дом, не российский дом. Я понимаю, но украинский дом... Как раз вот российский дом делается на государственные деньги, а украинский дом, это прежде всего такая есть компания у нас Ventures, это украинская ассоциация венчурного инвестирования, то есть это технологические компании, хай-тек. Я просто как раз обратил внимание, когда президент Украины Петр Порошенко выступал на этом украинском завтраке, у него за спиной или где-то там за плечом это разная история. Был символ российского банка. Это разная история. Значит, есть так называемый украинский завтрак. Это одно конкретное мероприятие, полуторачасовое, на котором сейчас выступал президент. И там действительно главный организатор – это фонд Виктора Пинчука. Это традиционная вещь, которая уже много лет проводится. И есть компании, которые это дело поддерживают. Ну, тот же самый Альфа-банк. Того самого Пинчука, который писал заметку, по-моему, Washington Post. Wall Street Journal, да. И именно поэтому в прошлом году, в том числе и Порошенко, бойкотировал. То есть тогда, когда в прошлом году вышла заметка с предложением Виктора Пинчука сдать Крым, забыть про Донбасс ради того, чтобы подружиться, помириться с Россией, тогда бойкотировали. Сейчас он вроде бы как от этого официально не отступался, по крайней мере, нигде никаких заявлений не было, но тем не менее бойкотировать перестали. Ну, он прекратил на эту тему говорить. С этого времени прошел вот еще этот Ялтинский форум, который традиционно, ну, теперь в Киеве проходит, когда-то был Ялте по названию, да. Сейчас, к сожалению, проходит в Киеве, но вот было определенное отступление вот от тех предложений, и сам Пинчук там говорил тоже, что его там неправильно поняли и так далее. Короче, помирились. Вот. И поэтому президент пришел, хотя целый ряд украинских политических деятелей, там, ну, например, та же самая Анна Гопко, которая председатель комитета по международным делам, она по-прежнему занимает позицию, что вот к тому, что делает Пинчук, она и ее соратники ходить никогда не будут.
Какие выводы можно сделать из Давоса 2018? Чего нам ждать? Нам, я имею в виду в первую очередь, конечно, Украине, но и в целом глобальной мировой экономике и мировой политике. Ну, на самом деле, очень хорошо было видно на этом Давосе, что происходит такой вот парад сепаратизма разнообразного в мире. Появляются вот эти политики правые популисты, которые занимают совершенно другую, не глобалистскую, а антиглобалистскую, по сути дела, позицию. И один из их главных идейных вдохновителей, Трамп, приезжал в этот раз на Давос, ну и там делал, в общем, я бы сказал, такие примирительные заявления, то есть он агитировал инвестировать в американскую экономику и говорил, что даже некоторые вот глобалистские соглашения, типа там Транстихоокеанского партнерства, он готов вернуться, при нем Америка вышла из этих самых соглашений. Что касается Украины, то эта тема не была центральной вообще ни в коей мере, ни российская, ни украинская. И это очень, на самом деле, печально. То есть, на мой взгляд, надо было больше как-то педалировать этот вопрос. Она центральной не была, но был вот этот украинский завтрак, на котором было очень много людей и представители разных стран. Там друзья Украины были, выступал президент, он говорил о том, что в Украине все хорошо. Вот, прямо скажу, что большинство сидящих в это не поверило. Но при всем при этом он сказал несколько важных вещей с точки зрения иностранных инвестиций. Например, то, что он будет продвигать инициативу о замене налога на прибыль предприятий налогом на выведенный капитал. Это означает, что пока работает компания, когда она не достигла прибыли, ей не надо платить налоги, а ей надо платить налоги тогда, когда ее собственники получают от деятельности компании дивиденды. Это гораздо более справедливо, потому что дает возможности, с одной стороны, компании развиваться, с другой стороны, платит собственник, богатый человек, а не тормозится этот бизнес. То есть это способ создавать новые рабочие места, способ привлекать новые инвестиции. А в это поверили, в такие заявления? Вот вы говорите, что в его слова о том, что в Украине все хорошо, не поверили, а в его обещания, вот, например, той же самой налоговой реформы поверили? Ну, если президент говорит, что он это будет продвигать, он будет продвигать. У него же, в общем-то, полномочий для этого очень больших нет. У нас же там исполнительная власть, она формируется парламентом, президент — это отдельная история. У него полномочия там внешняя политика, он не отвечает за хозяйственную деятельность, за это отвечает правительство. Но инициировать какие-то вещи, да, там, вносить соответствующие законопроекты он может. Но и сам факт того, что президент хочет это делать, конечно, для инвесторов это очень хорошо. И сам Петр Алексеевич говорил, что он начал получать очень большое количество звонков от компаний, которые хотят в Украину прийти. Это очень позитивный фактор, и я здесь сам свидетель, что действительно там инвестиционная привлекательность страны, она очень большая. Но только интерес есть, а вот дальше сопровождение этих самых звонков и превращение их вот в те самые инвестиции, которые так нужны стране, соответственно, в рабочие места и налоги, вот этого, к сожалению, пока не очень происходит. Вы знаете, вы сейчас говорите о том, что Петру Алексеевичу звонят инвесторы, которые хотят привезти деньги в Украину. Я вспоминаю вот этот анекдот, никого не хочу обидеть, про Александра Григорьевича Лукашенко, который по телефону объясняет, где картошка хорошая, где плохая, а потом жалуется, что народ не может без него картошку разобрать. Ведь это же та же самая история. Для того, чтобы привезти деньги, нужно звонить президенту, выяснять у него условия. Вообще, по идее, все эти условия должны быть понятны, открыты, и не нужно никаких звонков, тем более президенту, для того, чтобы зайти инвестору. Нет, давайте, конечно, хорошо быть здоровым и богатым, да, то есть хорошо, когда все идеально работает система, и вообще в нее вмешиваться не надо, она работает в автоматическом режиме, на автопилоте, и все хорошо. Но, по сути, такого в мире не очень много где есть, да, и даже в Соединенных Штатах Америки, когда приходят там по-настоящему большие деньги, они все равно консультируются там и с Конгрессом, и с различными департаментами, министерствами по-нашему, да, для того, чтобы получить от них соответствующую поддержку. Когда страна меньше, как Украина или та же самая Белоруссия, то поддержка президента, она дорогого стоит. И когда там, инвестор может ему напрямую позвонить, что называется, на мобильный телефон и сказать, вот там я готов там, вложить там, не знаю, $100 миллионов, да, а вот вы готовы мне помочь там, решить такой-то, такой-то и такой-то вопрос. И потом эти вопросы действительно решаются, это хорошо. Обойти какие-то налоговые вещи? Какие вопросы могут быть? Нет, почему обойти какие-то вещи? Но я могу сказать, что бюрократическая машина может одни и те же вопросы решать там, в течение года, а может в течение месяца. Да? Там какие-то землеотводы, там, соответственно, лицензии и так далее. Закон там, дает вилку. И когда накапливается вопросом какой-то разрешительной, например, документации,
и любого значимого проекта такой документации много, то правительство может эту историю затянуть, а может наоборот открыть зеленый свет и максимально быстро это обеспечить. Там потом вопрос госкомпании, не знаю, например, инвестиции в нефтегазовый сектор. Есть большой, фактически монополист, там, «Нафтогаз», у которого есть свои, в том числе, коммерческие интересы, потому что у него есть свои там добывающие дочки, продавающие дочки там, и так далее. Они могут воспринимать частного инвестора как конкурента, а могут воспринимать как союзника. Это очень сильно зависит от того, какие директивы они будут получать, соответственно, от правительства. Сейчас какие директивы идут? Вот сейчас с этим крупным собственником украинским какие директивы идут? Сейчас бардак идет. То есть сейчас никаких, то есть ни в одну сторону, ни в другую. Почему? Да, почему? Вы сами живете в этой стране и видите, что происходит. Смотрите, вот для Давоса, для западных инвесторов приготовлена красивая картинка, сняты ролики, напечатаны буклеты. Президент рассказывает, что все хорошо. Готовы действительно там и отвечать на телефонные звонки в любое время суток и президент, и члены правительства, и депутаты, и все что. Может быть, стоит тогда начинать с другого? Стоит не с буклетов начинать, а с того, чтобы навести порядок хотя бы в госкомпаниях? Нет, опять, все стоит, да, там все правильно делать. И буклеты нужны, и порядок в госкомпаниях нужны, и отсутствие коррупции нужны, и суды нужны, чтобы все надо, да. И народ нужен, чтобы был богатый, и у него была большая покупательная способность. Все одновременно сделать трудно, поэтому все равно надо расставлять какие-то приоритеты, на чем-то концентрироваться. Надо все равно создавать той же самой государственной бюрократии, элиты, стимулы для того, чтобы она двигалась в нужном направлении. Вот я, как человек, который практически занимается инвестиционными вещами, я вижу две вещи. Да? То есть я вижу, что, во-первых, там предыдущая власть, которая была в стране до Майдана, она была тоже, мягко говоря, очень коррумпирована, да? Но она происходила из производственного сектора. Поэтому для того, чтобы украсть, они хотели, чтобы там работала конкретная фабрика, для того, чтобы работающую фабрику украсть. Тем самым она как минимум не мешала вопросу там, создания рабочих мест. И эта власть, она гораздо больше зависит от международных финансовых доноров. Поэтому им все равно, работает или не работает фабрика. Да? Им важно кредиты давали. Отношение к кредитам. Да? В итоге это всей стране расплачиваться потом. И для того, чтобы расплачиваться потом, надо будет повышать налоги, что, собственно, мы видим происходит. Поэтому это плохо для экономики. То есть этот стимул, он работает в противоположную сторону, а не в ту сторону, которую нужно. Вторая вещь, которую я вижу, она постоянно в стране мешает приходу иностранных денег. Это вопрос прозрачности. Никто из представителей этой власти, опять-таки потому, что они зависят от международных финансовых доноров, не хотят, чтобы их деятельность становилась прозрачной. Они боятся, что приход там нормальных иностранных инвесторов, которые бы там были бы публично торгуемыми компаниями, биржевыми и так далее, сделает их деятельность тоже прозрачной. Потому что они понимают, что эти люди как раз могут там Трампу позвонить, настучать, да, о том, что вот конкретные там Иванов, Петров и Сидоров, да, там плохо себя ведут, да, за ними будут какие-то государственные органы и агентства стоять международные. Зачем это нужно вот таким вот казнокрадам, которые здесь работают? Проще остаться в мутной водичке где-то там тихонечко. Да, то есть они, конечно, когда они все говорят про иностранные инвестиции, понимая под этим какой-нибудь кредит, который можно украсть, иностранный. Но когда дело касается полноценного прихода, полноценного промышленного инвестора, они становятся против. Я вас перебью на одну секунду, потому что мне подсказывают наши редакторы, что есть звонок от зрителя с вопросом к вам. Да, добрый вечер. Вы можете задать ваш вопрос Илье Пономареву. Добрий вечір. Я не знаю, мабуть, ви говорите, дивитесь телевізор. У мене таке дуже погане питання. Я не знаю, ви мене, я вас тут 100% не чую. Але просто я його задам. Як вас звати-то? Просто Володимир з Луцька. Дуже приємно. Так яке ваше питання? Просто дуже таке скромне. Я дивився нині по телевізору, показували, як будуть приближених олігархів до Путіна снашати Америка. А просто друге питання, як будуть снашати олігархів, приближених до Порошенка? Тоже, най подадуть на Конгрес Америки. Ви це дозволите? Я не все чую і не все розумію. Я не чую вас, ви не чуєте мене. Ні, просто я говорю, я вас не чую. І ви мене, ви мене чуєте нині? Вибачте за хамство. Да, спасибо, все прекрасно услышали. Да, на самом деле
Это тот вопрос, который я сам очень часто задаю разным товарищам в украинской власти, что предыдущая эта проклятая влада, да, имела возможность куда-то убежать, да, в Россию. Сейчас бежать будет уже некуда. И поэтому здесь как раз, на мой взгляд, надо строить страну и вот как-то менять свой подход к жизни. Но, к сожалению, очень многие люди, они живут одним днем. И не думают о том, что произойдет там через год или через два, а то, что это происходить рано или поздно будет, так это 100%. Сейчас сдерживающим фактором для любого международного сообщества есть война, и люди не хотят делать никаких жестких шагов в отношении там, тех казнокрадов, которые есть в Украине, потому что есть более высокий приоритет, что, не дай бог, вот ненароком не помочь агрессору, там, начав какие-то, соответственно, разборки. Но война рано или поздно закончится, и тогда, конечно, эти вопросы, они будут стоять в полный рост, но просто вот сейчас эти люди, они мыслят очень в короткую. А вот те люди, которые фигуранты санкций относительно России, например, вот ожидаемого всеми кремлевского доклада, так называемого, они тоже мыслят какими-то короткими отрезками? Или у них уже есть какие-то запасные пути отхода, они уже давно себе где-нибудь на Мальте или там в Сент-Невисе купили и гражданство, и землю, и бизнес, и все что угодно? Ну, знаете, если они попадут там под полноценные санкции, то гражданство Мальты не поможет. Да? Там, может быть, китайское поможет, но я что-то не увидел в Российской Федерации большую очередь людей, которые бы хотели переехать в Китай. Да? Не, ну, там некоторые есть интересы, да, но вся это не очень большая очередь, прямо скажу. Конечно, наши сограждане, так же, как и украинские власть имущие, они видят себя в Европе, в Америке, да, а не вот в каких-то там азиатских странах, да, и скрываться где-то там в Африке они тоже не хотят. Поэтому сейчас была очень большая активность в Вашингтоне лоббистов, которые пытались, значит, купить непопадание конкретных людей, значит, в американский список. Кто-то успешно, чаще неуспешно. На самом деле, вот мы увидим этот список, про который идет речь, это еще не санкционный список, это список людей пока, который американское правительство должно доложить Конгрессу, кого оно видит, кто поддерживает Путина и является критически важным для режима Путина с точки зрения осуществления его там международной политики и коррупционной политики внутри страны. Я вас прерву, пока мы далеко не ушли, я прошу прощения. Кто эти люди? Потому что есть какие-то разные там инсинуации, какие-то разные попытки предугадать, что там могут быть и крупные олигархи, и руководители госкорпораций, ну и кроме того еще и представители силовых ведомств, включая, например, главу ФСБ и главу Министерства обороны. Есть ли вероятность действительно, что на людей такого уровня, ну вот на верхушку этой кремлевской хунты действительно распространятся санкции, ну хотя бы даже номинальные? Ну, во-первых, там люди типа министра обороны, насколько я помню, все давно уже под санкциями, так же, как и глава ФСБ. Как раз они впрямую участвовали в аннексии Крыма, поэтому они попали одними из первых под эти самые санкции. Ну, их не такое большое количество. То, о чем идет речь сейчас, про вот этот так называемый кремлевский доклад, это как раз идет речь про людей, которые формально не являются государственными чиновниками, а те люди, которые являются носителями больших капиталов и кого Кремль использует в их вот неформальном именно статусе для того, чтобы реализовывать свои какие-то внешнеполитические амбиции. Ну, как бы примером этого там человек, который наверняка попадет сейчас вот даже в самый короткий список, там есть такой у нас Константин Малафеев, да, человек, который сыграл значимую роль и в ходе аннексии Крыма, и особенно потом в разжигании войны на Донбассе. Да, там православный олигарх, так православный олигарх, да, вот, телекоммуникационный. Есть люди, которые непонятно в итоге, вот они сейчас пойдут в окончательный список или нет, хотя они там очень плотно обсуждались во многих вариантах. Это, например, там Сулейман Керимов, который вместе с там, украинскими товарищами, там, с таким Олегом Макрычаном из Индустриального союза Донбасса занимался финансированием Луганской Народной Республики. Да? Или там, например, Александр Михайлович Бабаков, бывший депутат Государственной Думы и совладелец кучи, значит, облэнерго в украинских, да, который
впрямую отвечает в Кремле, перед Кремлем за финансирование разнообразных там крайне правых, правопопулистских, сепаратистских движений в Восточной Европе. Не только, соответственно, он в Украине активен, но и там в Сербии, например, вот недавний скандал в Черногории, значит, он там был засвечен, Польша, там Словакия, то есть достаточно широкий объем его операций. Ну, с ним тоже непонятно, он попадет или нет. Здесь как раз очень важна была бы роль украинской дипломатии. Украинская дипломатия и лично Петр Алексеевич там, и очень сильно, особенно украинская диаспора в Соединенных Штатах сыграла роль для того, чтобы этот закон был принят, чтобы вот сама эта мера по формированию списка, чтобы она была утверждена Конгрессом. Но после того, как это случилось, почему-то все как бы отошли в сторону, и вот конкретные люди, которые конкретно там работают, которые конкретно туда должны попасть, это как-то, в общем, пущено немножко на самотек. Поэтому я думаю, что сейчас там будет этот список довольно коротким. Но его же можно будет потом добавить, дополнить, отредактировать. Да, согласно закону, я вот не помню, раз в год или раз в полгода исполнительная власть Соединенных Штатов должна делать доклад перед Конгрессом. Более того, я вообще не знаю, там сейчас, когда он будет озвучен, если там действительно будет вот самый узкий сценарий, я вот только что, когда улетал из Вашингтона, еще было до конца непонятно, потому что там такая чисто бюрократическая внутренняя борьба идет, исполнительная власть не хочет отдавать Конгрессу слишком много полномочий, поэтому они говорят, это мы сами будем решать относительно списка. И, значит, в значительной степени делают это для галочки, да, то, что мы какой-то доклад предоставили, но вот он очень маленький. Конгресс может возмутиться, поэтому он может потребовать пойти и переделать, да, то есть эту самую работу. Это вот там сейчас идет такая внутриполитическая борьба. Но в любом случае я видел один из списков, которые готовили там аналитические центры, там Atlantic Council работал, там 1000 фамилий, потому что там идет разговор и про самих этих олигархов, и про членов их семей, и про то, как они прячут деньги, про то, кто является их кошельками, кто является их номинальными директорами. То есть, ну, вся сеть, которая вокруг них выстроена для того, чтобы этими деньгами оперировать на Западе. Насколько я понимаю, сейчас прям переходим к следующей теме, но она прямо проистекает из этого. Насколько я понимаю, одна из задач всех этих санкций – вызвать недовольство, в том числе недовольство людей в России. Не только каких-то приближенных к Путину, но и вообще, вот, что называется, улицы российской. Да? Вчера был несколько больших митингов в разных городах России, по-моему, больше 40 городов. Забастовка, 80, насколько мне известно. Да. Забастовка избирателей это называлось. Там был наш коллега, наш товарищ Роман Цымбалюк, САПКОР агентства «Униан» в Москве. Он сейчас должен быть с нами на связи по скайпу. Рома, привет, слышишь нас? Привет, Юра. Рад тебя видеть, Роман. Мы вот с Ильей сейчас обсуждаем, что же происходит в России, что творится на этих самых митингах протеста, с какими требованиями выходят люди, чего они хотят. Ну, наверное, нельзя говорить, что творится, правильно говорить, что творилось, потому что протесты и забастовки закончились вчера. Понятно, что людей вывел на улицу Алексей Навальный с требованием бойкотировать и выборы, но, собственно говоря, на этом все закончилось, и обсуждать больше нечего. То есть прям вот, ну, вообще нечего. То есть, несмотря на то, что больше, чем в 40 городах России 1000 человек вышли с какими-то требованиями, чего-то хотели, обсуждать вообще нечего получается. То есть это все, эта деятельность так ради того, чтобы выйти покричать, поразмахивать флажками? По последним данным, вышло на акции протеста даже не в 80 городах, а в 110, и задержано больше 350 человек по всей России. Но если мы говорим о перспективах изменения ситуации в Российской Федерации и, как сегодня сказал, свержения с политического Олимпа, это цитата Пескова, политический Олимп Владимира Путина, то никаких предпосылок для этого нету. Потому что если мы говорим о Москве, то людей было не очень много, несмотря на то, что акция не санкционированная. И когда ты стоишь на Пушкинской площади,
кажется, что тут все едино. Но если смотреть на эту же картинку с квадрокоптера, ты понимаешь, что это очень небольшое пространство. И, то есть, при всем уважении к людям, в первую очередь молодым людям, которые там принимали участие, ты понимаешь, что глобальная ситуация не изменится, и победа Путина на выборах предрешена, и ничего изменить на сегодняшний день это не может. То есть все прям вот любят Путина, какие-то только маргиналы кучками выходят против него, а так народ действительно там 86% все будут поддерживать национального лидера с политического Олимпа. Я не совсем согласен с таким тезисом. Дело в том, что нет силы, которая может предложить альтернативу на сегодняшний день. А в России это достаточно сложно, потому что нет доступа к телевизору. И недовольных, понятно, что намного больше, чем то количество людей, которое вышло на акции, но основной процент вот этих людей, они, недовольны, но при этом боятся, чтобы не было хуже. И самое главное, что они не активны. И поэтому я вот прихожу к такому неутешительному выводу. То есть апатия – это один из основных союзников Кремля? Ну, во многом так. И тоже надо признать, что здесь российская власть применяет такие гибридные методы политической борьбы, как и в войне с Украиной. Это не просто так, что акции не согласованы в Москве и в Санкт-Петербурге, но при этом в Москве никого не задерживают, а в других городах вентят людей. То есть тем самым показывают, что можно и парсы спустить, можно и для Москвы сделать исключение, чтобы вот эта картинка Вентилова не распространялась по всей планете. Вот я об этом говорю. Ну ты же говоришь, что никого не задерживали, а того же самого Алексея Навального задержали же, причем и картинка с Вентиловым распространилась по всему миру в результате. Нет, конечно, и Алексея Навального задержали, и кроме него было задержано вчера только в Москве 15 человек. Но напомню, на акциях, которые проходили перед этим, задерживались сотни людей только в Москве, по 1000 человек. И можно представить, как работала российская правоохранительная или карательная, кому как удобно, система. Сейчас тактика абсолютно другая. А почему другая? Потому что немного людей, потому что многих запугали в предыдущие акции протеста. И действительно на улице большой процент людей, средний возраст которых около 20 лет. Спасибо тебе большое, Роман. Удачи, всего тебе хорошего. Роман, держись там. Мы за тебя тут все очень переживаем. То есть ты большой молодец. Это правда, это Спасибо, действительно надеюсь, так. вас не расстроил. Спасибо тебе, Рома. Еще раз. Роман Цымбалюк был с нами на прямой связи из Москвы, из столицы Российской Федерации. Собственный корреспондент агентства «Униан» в Москве. Итак, Илья, Кремль винтит Навального. Прошу прощения за милицейский жаргон. Кремль всячески не допускает его до какой-либо политической активности. Более того, вот эти вот все кремлевские жители Олимпа и его окрестностей даже стараются избегать, как это языческая прям мера, стараются избегать его по фамилии называть. Он действительно такой опасный, он действительно такой страшный для Путина, для Медведева, для всех остальных тех, кто в России сейчас на коне? Да, я не думаю. По-моему, мне кажется, наоборот, российская власть все сделала для того, чтобы была бы фигура оппозиционера, которую они считают людей зажигает, но не так, чтобы это было опасно для режима. При всем уважении к Навальному, Леша, безусловно, и боец, и борец, и очень талантливый человек, да, мне кажется, что
ему там довольно сильно помогали вот для того, чтобы он занял такую нишу. Она не очень комфортная. Помогали из администрации президента? Ну, знаете, что человека же там арестовывают, возбуждают против него уголовное дело, потом, значит, там делают огромный да, уголовный срок, условный срок, да, потом делают второе дело, и опять условный срок, это, кстати, хотя это впрямую запрещено законодательством. Это борьба каких-то кремлевских башен, одна из которых пытается его устранить, а вторая продвинуть? Это какие-то разлады в российских элитах? Или это такая заранее спланированная игра? Не, там много и ситуативного, много и долгосрочного. Мне кажется, что есть определенный расчет. Этот расчет связан с чем? Что есть фигура, которая очень яркая, видно, что она действительно возбуждает людей, но возбуждает определенную прослойку вот этой вот такой, значит, там радикальной молодежи, в основном такой вот сетевой молодежи, да, то есть которая вот вокруг этих новых технологий, соответственно, крутится. Количество таких людей всего потенциально, да, даже если 100% этих людей, а по сути не 100% поддерживают Навального, но, допустим, если 100% их будут поддерживать Навального, ну это вот там 5% населения России, это абсолютный потолок, который в принципе есть. Там до бабушек, грубо говоря, там он не доходит. Потому что его нет в телевизоре? Ну и не потому, что нет или потому, в что он телевизоре. Не хочет до них дойти? Он немножко другой по типажу, то как он говорит. Вот он, это же очень такая двусторонняя вещь, когда политик работает, ему важно иметь обратную связь. Почему так важно для политика встреча с избирателями? Да? Потому что он смотрит глаза в глаза, и вот когда что-то говорит, он подстраивается под аудиторию, да? Он чувствует, что есть. Если ты все время общаешься в сети, общаешься вот с этими, как сам Леша их называет, там, сетевыми хомячками, ты сам становишься этим хомячком, да? И делаешь то, что эту аудиторию устраивает. Там, он делает блестящие совершенно там, фильмы на YouTube, например. Да? Но кто будет смотреть фильм, соответственно, на YouTube? Это определенная, соответственно, страта, определенный вот класс людей, которые находятся в стране. А он не такой активный. Да? Он как раз политически, это люди, которые там обычно всем недовольны, но которые при этом голосовать, например, ходить не любят. Они любят на Мальдивы съездить, да, там, они любят там, в Таиланд, да, там, в Турцию. Такая мелкобуржуазная, она протестная среда, но не настолько, чтобы не потерять та, которая, свой Таиланд и свою Турцию. Да, не та, которая может свергнуть эту власть. А у нас в стране есть действительно опасные протестные среды. Это обычно те, которые поддерживают радикально левые, радикально националистические группы. Вот это люди, которые там националистические, это вот там условный Стрелков, который может там и винтовку взять, и левые тоже могут и винтовку взять. За левых могут всякие бабушки выйти в очень больших количествах, как мы это там наблюдали в середине 2000-х. Например, там был у нас в 2005 году процесс монетизации льгот, там так чуть Путина тогда не свергли. Да? А за националистов вот, выходят такие вот там гопота всевозможная, да, там, то есть тоже такие люди, которые могут и в глаз дать. Так вот, лидеров в этих нишах Алексей, наоборот, воспринимает как врагов, он их вытаптывает. Поэтому с помощью Навального они вот эти вот ниши, они очень сильно их контролируют. А когда на них кто-то возникает, как возникает Удальцов, там, его посадили, возникает Белов там, среди националистов, его тут же посадили. Вот это действительно настоящая нейтрализация, когда людям действительно дают длинные сроки настоящего реального тюремного заключения, вот закатывают их, вот, чтобы они ни на кого не влияли. Сергей Удальцов, вы сами произнесли эту фамилию, ваш коллега, товарищ в прошлом. Вы вместе, насколько он и в нынешнем. Насколько я понимаю, вы вместе были с ним в Совете Левого фронта, собственно, радикальной левой группировки. Человек, который отсидел 2 года 7 месяцев, если мне память не изменяет. 4,5 года. 4,5 года он в итоге отсидел. За организацию массовых беспорядков, за какие-то вот эти вот все эти экстремистские, да, дела, которые в срочном порядке были в России приняты для как раз для таких, как Удальцов. Он вышел и стал сторонником войны на Донбассе и аннексии Крыма, и активным агитатором за господина Грудинина, кандидата от КПРФ. Мне кажется, здесь никакой уже Навальный не нужен. Здесь человек сам себя дискредитирует настолько, что ну куда уж дальше. Я так скажу. Я, естественно, с позиции Удальцова по Украине
в очень жесткой форме не согласен. Да? И наше несогласие, оно в этом смысле настолько сильное, что вся организация «Левый фронт» не согласилась с этой позицией. Сергей остался там практически в одиночестве. Там из всего «Левого фронта», по-моему, там человек 5 в общей сложности поддержало его позицию, а там до 10 тысяч человек, да, то есть высказались против. Но там из уважения к тому, что вот он там политзаключенный, пострадавший несправедливо и так далее, никто не стал там устраивать каких-то скандалов, а просто люди спокойно отошли в сторону, сделали новую структуру леворадикальную, которая называется «Левый блок», и которая стоит на позициях за мир и против там любых аннексий и контрибуций, как говорится. Сергей сейчас вышел, он заново пытается воссоздать «Левый фронт», но пока у него не очень это сильно получается, поэтому он обратился за поддержкой в КПРФ, которую он всегда до этого, соответственно, критиковал. Но от того, что... Ситуативная история, да, с Грудининым? Нет, как есть, у нас есть все-таки там фундаментальные взгляды, которые нас объединяют. Это взгляды за социальную справедливость, это взгляды против вот этого олигархического капитализма, который возглавляет Путин, да. Это все равно Сергей стоит на очень жестко антипутинских позициях и никогда их ни в коей мере не менял на именно антикапиталистических, антипутинистских. Но да, вот его взгляды в вопросе с Украиной совпали. Я считаю, что, конечно, это ошибка. Но тоже надо понимать, что его взгляды на эту тему были сформированы, когда он уже был в тюрьме. И, соответственно, не имел вообще никаких других источников информации. Он человек упрямый. Значит, соответственно, он там целый ряд заявлений сделал на эту тему, будучи в тюрьме. Сейчас вышел, признать, что он ошибался, достаточно трудно. Загранпаспорта, чтобы выехать и посмотреть, как это есть на самом деле, у него нет. И да, его ему не дают. Его и не пустят уже. Его не пускают, поскольку, соответственно, вот он там отсидел. Поэтому это большая трагедия и для меня лично, потому что он мой друг и товарищ, и для левого движения. Но это не означает, что человек скурвился и перешел на сторону противника. Это означает, что по этому конкретному вопросу у нас разная точка зрения. И в истории было много примеров, когда единомышленники расходились, потом сходились. Эта точка зрения может измениться. А я уверен, что она изменится. Он все равно настоящий боец и человек очень честный, и искренний, и убежденный. В общем, все понятно и с Навальным, и с Грудининым. Потом еще с вами еще одного кандидата обсудим. Вопрос в том, что эти выборы в марте 2018 года в президентские будут первыми, которые пройдут с открытыми в оккупированном Крыму участками для голосования. То есть это те выборы, которые не могут быть признаны легитимными. Но тем не менее, насколько я понимаю, очень активно Кремль пытается продавить в том числе и крымских татар, и если шире смотреть, население Крыма, принять в них участие. Сейчас с нами на связи заместитель главы Меджлиса Ахтем Чийгоз. Ахтем ага, добрый вечер, слышите нас? Алло. Ахтем ага, добрый вечер, слышите нас? Добрый вечер, да, слышу. Хотел бы у вас узнать, что сейчас оккупационные власти делают, вы наверняка в курсе, для того, чтобы, если так можно выразиться, сагитировать людей, идти в марте в участки для голосования, для того, чтобы легитимизировать крымское голосование в целом. Я думаю, что, в общем, там не стоит в том классическом понимании вопрос. Там проводятся технологические процессы, чтобы потом демонстрировать миру, что люди активно участвовали в выборах. Что я имею в виду? Активно показывают группы неких, в кавычках, авторитетных людей, которые там, общественных организаций, которые от имени сообщества, поддерживают Путина, что, создается такой информационный фон, что в том числе крымские татары, но там разная уже статистика, там более 60% будут участвовать на выборах. То есть всем очевидно, и им самим тоже очевидно, что крымские татары в подавляющем своем большинстве, естественно, на выборах участвовать не будут. Выбирать президента-террориста, который оккупировал нашу родину, который в каждый дом внес сегодня горе, страдания, трагедию, естественно, народ голосовать не будет. Поэтому создаются некие группы,
значит, организуются некие продажные там личности, которые имеют некие аббревиатуры, там, председатель какого-то движения, там, муфти так называемый. Это для того, чтобы потом, как я сказал, декларировать на весь мир, что крымские татары участвуют. То есть в выборе фейка и, собственно, и те, кто за них агитирует, тоже фейковые персонажи? Они, даже, знаете, вот понятие фейковые, оно не отображает. Это на самом деле это подонки. И народ им дал свою оценку. Они нигде не рукопожатны. Они очень сильно с осуждением обсуждаемые в сообществе нашем. Им дана четкая оценка. Подонки. Вот теперь представьте, что через этих подонков пытаются создать видимость участия в выборах. Точно так же в день голосования покажут отдельные некие участки, где их ближайшие родственники, ну, не думаю, что там большинство родственников тоже не поддерживают этих подонков. Однако некое окружение будет колесить из участка в участок и создавать некий сюжет, что вот, смотрите, идут, голосуют. Спасибо вам большое, Ахтам Ага. Благодарю вас. Всего хорошего. Напомню, Ахтам Чийгоз был с нами на прямой связи, заместитель главы Меджлиса. Илья, вот вернемся, да, вот с того, с чего я начал эту тему. По большому счету, голосование в Крыму, с точки зрения международного права, делать эти выборы нелегитимными. Что это может значить для Путина уже в марте этого года, уже через считанные недели? Ну, знаете, я, во-первых, то, что хотел сказать, это то, что полностью поддерживаю позицию, которую высказал Ахтам Ага, что голосовать в Крыму – это аморально. Это оккупированная территория, это Украина. И, соответственно, там любой человек, который идет, житель Крыма, голосовать, тем самым признает эту оккупацию, признает агрессора. Так же, как, не знаю, если бы за Гитлера голосовали во время Великой Отечественной, ну, во время Великой Отечественной, устраивали бы какие-то, там не было уже никаких выборов, то есть, но если бы вот он устраивал, было бы примерно то же самое. Вот. А с другой стороны, вот то, что вы говорите относительно легитимности, конечно, это должно быть проблемой, но это должно быть проблемой только в том случае, если международное сообщество займет подобную позицию. Когда были предыдущие выборы федерального значения в Государственную Думу, ну, вот ваш покорный слуга, например, агитировал за ту позицию, что признать Государственную Думу в целом нелегитимным органом, потому что она сформирована 4 депутата от Крыма, плюс 1 общефедеральный избирательный округ, в котором тоже принимало участие, соответственно, голосование на территории Крыма, и который половина Государственной Думы. Соответственно, больше половины Государственной Думы, половина плюс 4 депутата, избраны нелегитимно, а значит, и весь парламент не должен считаться легитимным органом. К сожалению, мы видели, что там, международное сообщество на это не пошло. Даже самые там, последовательные друзья Украины, ну, может быть, тут и как-то украинское дипломатическое ведомство как-то не доработало, не заостряло этот вопрос. Но я считаю, это надо было делать. То есть надо было сказать, что Дума нелегитимна. Депутаты, пусть вот там те, которые остающиеся, которые избирались без голосов Крыма, вот с ними можно вести. -4. Да, половина -4 с ними можно вести разговоры, если вы хотите, чтобы были парламентарии, соответственно, с которыми можно вести диалог. Но в целом, соответственно, это нелегитимный орган. Этого не произошло. И у меня нет оснований считать, что сейчас это случится, потому что наверняка там и Госдепартамент, и Европейский Союз, они будут говорить, ну, там, вклад крымских голосов в общий результат Путина там составит там, 1%, а, соответственно, это не играет никакой роли с точки зрения легитимности его выборов. На мой взгляд, это будет ошибкой, но почти наверняка так оно и произойдет. К еще одному кандидату хочу обратить внимание ваше. Вернее, на еще одного кандидата, на Ксению Собчак. Загадочный человек,
поп-звезда, я имею в виду в политике вдруг внезапно загадочный человек. Зачем она пришла? Вот зачем она вышла, участвует во всей этой истории? Какой смысл ей? Ну, то есть понятно, что там в темную использовать ее наверняка могут. Я не думаю, что ей напрямую из администрации президента позвонили и сказали, мы там делаем на тебя ставку. Ну, потому что они бы нашли 30 человек, 300 человек, которых им было бы проще контролировать, чем Ксению Анатольевну. Зачем? Как раз, Собчак в этом смысле вполне себе уникальный человек вот в своем позиционировании. Да? Во-первых, ничего удивительного в этом нет. Да? Я очень давно делал предсказание о том, что он обязательно пойдет в политику. Это человек из политической семьи, у которой и отец, соответственно, суперизвестный российский политик, и мать суперизвестный российский политик. Там, и крестный президент бессменный. И крестный президент, да, то есть и всю свое детство она общалась в политической среде. И журналист она известный, и помимо там этих развлекательных «Дом-2», она все последние годы занималась общественно-политическим вещанием. Ну, совершенно очевидно, что вот это был вектор ее развития, что рано или поздно она бы в политическую среду пришла. Что касается сейчас, она, думаю, сама по себе, без всякой администрации президента, увидела для себя возможность переквалифицироваться из вот этой вот развлекательной журналистки, да, там, несерьезной девочки, да, человека. Значит, уважаемого такого там значимого человека, кандидата в президенты. Именно потому, что безрыбье, потому что никого нет, потому что Навального не пускают, и очевидно было, что, соответственно, не пустят, и больше никого нет. Согласовывалось ли это участие с администрацией президента? Я думаю, что согласовывалось, безусловно, лично с Путиным, но не в контексте того, что... Нет, можно как раз, вот я думаю, что так формулировка и стояла, то есть, но не в контексте того, что, Владимир Владимирович, помогите мне там набрать проценты, там, подписи собрать, еще что-то, а я вам за это там что-то сделаю. Да? А был вопрос, если я пойду, там, меня посадят, моих спонсоров, которые мне будут помогать, посадят, там, мне будут искусственно чинить препоны, нарушая закон, если я там соберу эти самые подписи. Думаю, что она получила от Путина гарантии, что этого не будет, по очень простой причине, потому что Кремлю действительно объективно выгодно, чтобы кто-то с либерального фланга участвовал. А сейчас очень мало в Российской Федерации людей столь же дружно ненавидимых, как Ксения Собчак. То есть, поэтому ее участие там, оно абсолютно для Кремля безопасно, а позволяет поставить галочку, что кто-то на либеральном фланге был. Поэтому Ксения реализовывает свой личный проект, свои личные амбиции, имеет на это полное конституционное право. Кремль реализует, соответственно, свою задачу, которая у него есть, а нормальные люди, которые пошли работать в штаб Ксении Собчак, реализовывают очень полезную, я считаю, функцию, потому что они занимаются агитацией за наши действительно нормальные демократические взгляды, они строят политическую сеть по стране, они используют те деньги, которые приходят в штаб компании Собчак для вот этих вот вполне нормальных, конструктивных, нужных очень сильно политических задач. И поэтому я считаю, что да, издержки от того, что она выдвинулась, безусловно, есть, но количество плюсов, на мой взгляд, оно перевешивает. Вы знаете, я знаком с несколькими людьми как раз из ее штаба. С какими-то я учился, с какими-то работал. Я не буду фамилии называть, чтобы никого не поставить. Я с ними вот общался, когда вот началась эта история с выдвижением Ксении Анатольевны, спрашивал у них, чем они, собственно, руководствуются. Я обнаружил, что они даже вот в дружеском разговоре, без всякого подтекста off the record, что называется, говорят о том, что это большая политическая задача показать кукиш Путину, показать, что вот чем больше за нее проголосуют, тем вот все те, кто за нее проголосует, это вот те самые люди, которые ненавидят и не приемлют Путина. Полностью с этим согласен. Я думаю, что администрация президента в какой-то момент времени поняла, что это действительно может, что она может набрать какое-то количество голосов, поэтому коммунисты выдвинули Грудинина, который вот этот вот фактор кукиша очень сильно размывает. Поэтому мой сейчас прогноз по голосованию за Собчак очень низкий. Я считаю, что вряд ли она там выйдет за результат там, в 2%. Ну и по-любому она совершенно не герой моего романа. Там правый, очень там, вот, неолиберальный кандидат. Я человек левый, и поэтому там, за нее голосовать бы не стал ни в каком случае. А что ждать от Грудинина? В любом случае, мне кажется, более узнаваемый, более раскрученный десятилетиями. Зюганов
набрал бы больше, чем Грудинин. Или нет? Или он уже тот мастодонт, которому пора уходить? Сейчас все показывает, вся социология показывает, что Грудинин наберет существенно больше, чем Зюганов. У Зюганова как раз одна из причин, по которой Зюганов на все это согласился, потому что он рисковал проиграть Жириновскому и занять не второе, а третье место, что для него уже на завершении его политической карьеры было бы, конечно, очень оскорбительным и печальным, поэтому он, что называется, уходит непобежденным, там, который всегда занимал второе место на всех выборах, в которые он участвовал. А Грудинин получается таким неполитизированным кандидатом, он как раз собирает голоса от патриотически настроенного бизнеса, в хорошем смысле слова патриотически, я имею в виду, то есть тех людей, которые хотят жить в России, чтобы их дети жили в России, чтобы рабочие места были в России, чтобы развивалось российское производство, развивалась российская экономика, которые не желают вот убегать потом в Европу, как вся эта путинская комарилья. Ведь у нас сейчас это парадоксальная ситуация, что эти люди, которые говорят вот про патриотизм и про великую Россию, они, конечно, все смотрят на Запад и хотят жить на Западе. Они просто считают, что они его сейчас победят, значит, заломают, вот, принудят к дружбе и тут же, соответственно, туда отползут. А Грудинин как раз нет. Он всей своей карьерой, всей своей жизнью показывал, что он имел возможность, да, но он, тем не менее, остается в России. Люди это видят, они это ценят. Они видят прекрасно, что он построил у себя на своем собственном предприятии, что он из него ни копейки не вытащил там в качестве дивидендов, то есть он получал зарплату, но все направлялось на развитие, на прибыль. Строились за деньги предприятия квартиры, там ремонтировались дороги, построена одна из лучших в Подмосковье школ, построен госпиталь. То есть в этом смысле это как раз тот человек, которого бы люди хотели иметь у власти. И по-моему, сейчас тоже там администрация, она немножко занервничала, сейчас делает ему спойлера в виде такого. У нас есть Максим Сурайкин, партия «Коммунисты России», чтобы немножко разбить его голоса, резко, значит, вытащила его вот в эту самую избирательную кампанию, там всякую там информацию про его счета на Западе лживую вкидывают и так далее. Поэтому, опять, говорить о том, что там Грудинин готов и там идти радикально менять систему вот путинскую, да, наверное, нет. В том, что он честен, в том, что он хочет кардинально изменить социально-экономическую политику правительства, в этом я уверен, что это действительно так, он действительно антипутинский в этом смысле кандидат. Но бросать вот лично перчатку Путину, там, рвать на себе рубашку на грудь и лезть под танки, ну, он вряд ли будет. А вот все вот эти вот истории, Грудинин вместо Зюганова, выдвижение кандидатов вместо Дома-2 в случае Собчак, свидетельствует о том, что идет некое обновление российского политикума, или это все около политикума, а вся политика делается совсем в других местах? Есть законы природы, да, там и Зюганов, и Жириновский, и Миронов, там лидеры всех трех системных оппозиционных партий уже не молодые люди. Если Миронов еще может там лет 5 протянет, то Зюганова и Жириновского уже на глазах песок сыпется. Поэтому там надо что-то делать. Просто помереть физически могут в любой момент, да, и это дестабилизирует, соответственно, ситуацию. Да, поэтому там надо что-то делать. И Грудинин, тут надо понимать, что он же никогда не был членом КПРФ, поэтому впрямую он Зюганову не конкурент. Он сыграет свою роль только если будет реализовываться старый проект, который лично Путин выдвигал еще на заре 2000-х. Это переход к такой германской системе, когда есть сильная правоцентристская партия, то есть в данном случае Единая Россия, и сильная левоцентристская партия, которую он говорил, давайте возьмите РСДРП название, вот старое, да, КПРФ они говорили, то есть и мы на вашей базе, чтобы вот сделалась вот эта сильная левоцентристская партия, как в Германии, где есть СДПГ и ХДС-ХСС. Зюганов тогда отказался, потому что он держался за бренд КПРФ, и действительно по состоянию на 2000 год это был супербренд, который было нельзя потерять. Сейчас уже не очевидно. Поэтому сейчас администрация может затеять опять проект объединения КПРФ и «Справедливой России» вот в эту вот единую там социал-демократическую партию. И вот тогда Грудинин мог бы быть вполне центральной лошадью этого проекта, а Зюганов и Миронов для него были бы престижными. И постепенно бы вот, значит, такая бы тройка превратилась бы вот в единую лидерскую
лидерскую тему, но постепенно, да. А впрямую возглавить КПРФ, на мой взгляд, он никакого шанса не имеет, и поэтому Зюганов на это очень легко согласился. Просто поставил вместо себя человека, который ему не ровня. Ну, не конкурент. В данном случае он ему как раз очень сильный конкурент в политическом плане, но не конкурент в аппаратном. Не будучи членом партии, КПРФ это, вспомните, как была КПСС. Да, это четкая система, демократический централизм. Если ты хочешь сделать карьеру, ты должен начать с партийной ячейки, стать секретарем райкома, потом секретарем горкома, потом секретарем обкома, потом стать членом политбюро, и только потом ты будешь претендовать на позицию генерального секретаря. Там все так же сейчас и осталось. Взять человека просто извне и сказать, вот это наш вождь, ну за него съезд не проголосует. На самом интересном месте вынуждены закончить наш разговор. Напомню, Илья Пономарев сегодня гость Прайма в эфире телеканала АТР. Российский политический деятель, депутат Государственной Думы с 2007 по 2016 год. А я, Юрий Мацарский, на этом с вами прощаюсь. Всего доброго, до свидания. Спасибо большое. Спасибо большое.